Итак, мы продолжаем, запись ведется. Давайте разберем домашнее задание с Ариной. Тут как раз интересная тема дальше у нас из этого домашнего задания вытекает. Давайте разберем. Смотрите, вот наша задача была правильно отреагировать на вопрос ниндзя сейчас, да, сколько времени, сейчас ниндзя или ниндзя сейчас, да. Ну вот давайте посмотрим. Я, к сожалению, тут так больше не сделаю изображение, но придется так, да. Мин шибрга минута тогыз щох щаста киже тургам. Так, давайте я сейчас вернусь. Вот. Кстати говоря, сейчас подождите, вот Юля, скачаешь, хорошо, ладно, вот это вот задание. Дело в том, что прошу прощения, сейчас подождите. Дело в том, что сейчас мы будем смотреть примеры, да, вот. Это для Юли. Так. И теперь смотрите, давайте переключимся на мой рабочий стол, на вордовский документ. Тут я сделал кое-какие исправления. Так, сейчас включаю показать экран. Вы должны видеть мой документ. Видите его? Нет? Көрінше Б. Видно ли? Нет. Если видно, там 5 поставьте. Сейчас вернусь. Так. Ага, все көрінше. Так, вот смотрите. Давайте разберем. Вот задание. Да, в задании было выполнено вот таким образом. Вот первый пример. Мин шибрга минута тогыз щох щаста киже тургам. Формально, вот здесь правильно. Шибрга минута. Вот смотрите, тут, наверное, просто была невнимательность. Шибрга минута щох тогыз щаста. Вот если взять до этого предела, да. Шибрга минута щох тогыз щаста. Вот здесь как раз это исправлено. Шибрга минута щох тогыз щаста. Тогыз щаста. Вот. Тогыз щаста тургам. Вот. Конечно, теперь уже вы пишете уже большими фразами, да, но в принципе это уже очень хорошо. И, допустим, правильнее бы, конечно, вот выстроить сначала вот мин, да. Мин, субъект ставите и тургам глагол в конце. И между ними уже размещаете все остальные части речи, допустим, да, или члены предложения. Вот мин киже, я вчера. И уже, смотрите, описываете время. Шибрга минута щох тогыз щаста. Тут в какой период времени, да? Что-то происходило в этот период времени. Шибрга минута щох тогыз щаста. То есть вот этот шаблон по времени надо будет запомнить. Тургам. Проще говоря, мин киже тургам, да? Тогыз щаста тургам. Шибрга минута щох. Вот так точнее будет. А теперь смотрите дальше. Дальше, когда мы, вот Сарина начала говорить о времени, то тут вытекает уже следующая тема. Ну, к этой теме мы все равно должны были потом подойти. Ну, сейчас, раз мы уже начали рассматривать, да. Следующее задание. Аннен мин пис минута онга парша щаста имжиге сагдыратхам, да. Вот смотрите, здесь, конечно, нужно предложение построить вот по другому типу. Смысл какой? Происходит два действия, допустим, да? Ну, вы описываете некое действие, условно, не то что сравнивая, а с этим действием еще что-то идет. Ну, допустим, имжиге сагдыратхам одно действие, да? И надо сказать, в какой период времени это шло, это действие. Пис минута, умга, и тут обратите внимание, пар, да, корень слова пар, и щатханда это аффикс. Вот этот вот аффикс, он как раз нужен тогда, когда есть смысл описать период времени, в какой период времени происходило какое-то другое действие. Тут другое действие имжиге сагдыратхам, да, сагдыратхам. Хажон, когда пис минута онга паршатханда. Вот это часто уже, вот парша часто, да, оно уже не требуется. Вот эту теперь форму надо будет запомнить.
когда что-то происходило, шатханде, шеткенде, вот этот аффикс, да. И вот, ну, дальше вы сейчас потом заметите. Аннан, затем, писминута онга пар шатханда, имжиге сагдырткан, да, действие. Вот, позвонила врачу, когда? А когда было какое-то время, вот. И тут еще идет другое действие, время идет. Да, поток времени. Дальше следующее. Сонам минчарам сейчас онга парша, то же самое часто азрангам. То есть вы кушали в какой-то период времени, надо обозначить сонам. Хаджан, вопрос, когда? Шарам сейчас онга пар шатханда. Да, когда, то есть половина 10-го я ела. Но в хакасском языке это оформляется таким образом. Сонам шарам сейчас онга пар шатханда. Да, азрангам. Письминут онга пар шатханда, шарам сейчас онга пар шатханда, да. Замечаете теперь, да, азрангам. Теперь следующее. Он бис минуты перге парша, часто имжи кильган поза рецепт пасхан. Да, теперь точнее вот так. Он бис минуты перге паршатханда, да, запятым выделяется. Когда 15 минут первого, время, да, в этот период времени, имжи кильган, врач пришел или пришла, поза рецепт пасхан и выписывал рецепт, да. Но вот врач пришел в какой период времени? Хаджан по-хакасски, когда он без минуты приге паршатханда. Вот паршатханда, да, опять-таки. Дальше, то же самое теперь разбираем. Соном он минута ике парша, часто, да, минаптека да имбалгам. Точнее, вот, соном он минута ике паршатханда. Вот часто уже не надо, вот это да, опускается, паршатханда. Аптека да им алгам. Да, вот это действие. Аптека да им алгам. В прошедшем времени. Прайорте, все правильно. Так. Он минута и ке парштханда. 10 минут второго. Да, соном. Затем. Отделяется запятым. И то же самое, вот эта конструкция теперь уже применяем в следующем предложении. Ирда чармжа стохсха пар шатханда. Опять, да. Мин вебинар курсхам. Да. Ирда вечером. Когда вечером? Вот, вебинар курсхам. Начала смотреть вебинар. Когда? В какой период времени? А когда время тикало до 8:30. Вот. И теперь смотрите. Надо будет теперь по этой же аналогии, вот, внимание теперь для Юли тоже, да, и для Елены Трофимовны тоже обратите внимание. Теперь по этой аналогии надо будет дома составить предложение. Смотрите, вот задача как бы теперь усложняется. Во-первых, время нужно указать и какое-то действие, что в это время происходило. И вот примените глаголы вот как раз вот в этом лице. Кёрщет кенде, когда смотрел, допустим, да. Айлан чатханде, когда возвращался. Пзыр чатханде, когда варил или варила. Ойна пшатханде, когда играл. И все остальные глаголы, которые вы, допустим, можете или знаете, да, вот описать нужно вот именно в этой конструкции. Шармжа стохсха паршатханде, да. Мин, допустим, ну что-то делал, допустим, да, что-то делал именно в этот период времени. Вот. Я понятно объяснил? Вот, надеюсь, понятно, да, вот по времени, по часам и по действию глагола. Так, предстык бы шохпа. Юля, было понятно? Нет? Логику поняли? Так, вот так, ну давайте теперь следующее мы посмотрим. Так, сейчас, подождите. Так, давайте мы сегодня небольшой текст прочитаем, газета Хабар. Сейчас, подождите. Так. Вы
должны видеть теперь газету Хабар. Так. Да, вот я. Шаром сейчас. Посмотрите. Шаром сейчас и вот Сарина вопрос задает, да? Сейчас. Шаром сейчас и ке паршатканда, допустим, да, шаром сейчас бірге паршатканда и ке паршатканда мен фильм көргім. Тут шаром сейчас и ке паршатканда. Вот тут надо было дописать, да, цифру. Тогда будет все правильно. Полвторого, или когда время было полвторого, я смотрел фильм. Да, структура предложения правильная, просто нужно будет вот по времени указать. Он минута, үске паршатканда, допустим. Так, да. Сейчас давайте я прямо здесь пропишу. Ну, допустим, он без минута щох. Сейчас, подождите. Вот смотрите. Он без минута щох алты часто. Когда без 15:06 мин ибзер схам, да. Я вышел домой. Он без минуты щох алты часто. Мин ибзер схам. Без 15:06 я вышел домой, да. Вот. Или, допустим, шарым сейчас тоғызға парчатханда. Так, шарым сейчас тоғызға парчатханда, потому что время все равно парча, этот глагол, используется этот глагол. Шарым сейчас тоғызға парчатханда мин вебинар постам, да, я начал вебинар. Или, ну, допустим, другой глагол. Давайте смотрим немножко так. Кино көрсеткенде. Кино көрсеткенде. Когда? Да. Кино көрсеткенде. Когда смотрел фильм, он час болған. Он час болған. Было 10 часов. Да. Кино көрсеткенде. Он час болған. Или тоғызтан айлын чатқанда. Тоғызтан айлын чатқанда. Когда возвращался айлын. Тоғызтан айлын чатқанда. 7 час ир болған. Было 7 часов вечера. Тоғызтан айлын чатқанда. 7 час ир болған. Ну, как бы я поменял места времени, да. Но в любом случае, какое-то действие 7 час ир болған. Все равно вот действие времени, оно же идет, да. Часы тикают. Было 7 часов. В какой период времени? Когда я другое какое-то действие делал. То есть я возвращался из дома. Происходит два действия одновременно, и одно описывается через другое. Тоғызтан айлын чатқанда когда возвращался домой. Что было? Было 7 часов. Вот примерно такая логика. Так, көрсеткенде, да, я вот кино көрсеткенде он час был. Ну, вроде бы я пояснил. Ну, в общем, вот такие вот небольшие предложения. Кино көрсеткенде он час болған, да? Или тоғызтан айлын чатқанда 7 час ир болған. Примерно 10 предложений, ну, попробуйте составить. Думаю, что вы сможете это сделать. Смысл, что мы сейчас, по сути, уже говорим о сложно подчиненных предложениях. То есть, как бы вышли, ну, говорим уже о расширенных предложениях, да. Давайте почитаем газету. Еще раз. Түршедің на школа зин азыр. Түрше. Түрше это скоро. Түршедің скоро, в скором времени. На школа. На новая школа.
зик. Зик, так, в общем, язык зин. Школа, азер откроет ас, открывай, азер будет открывать. Что будет открывать? Зигн. Вот правильно, ну, зигн, да, но г выпадает, поэтому получается зин. Откроет что? Двери. Зиг это двери. В скором времени новая школа откроет двери. Асқыз аймандағы шоғарғы пазы алды. Школа үгіречі турызның пүдірі ұзырытылша. Ол шеттенже үгіреді, сейчас подождите. Ұзырытылша. Асқыз аймандағы шоғарғы пазы алды. Школа үгіречі турызның пүдірі ұзырытылша. Ұзырытылша продолжается. Узарат продолжай. Узарадылша продолжается. Что продолжается? Пюдери. Пюдерыг строительство. Пюдери его строительство, да, или ее строительство. Чего? Туразының пюдери. Строительство дома. Какого дома? Школа үгречи туразның. То есть через черточку школы и дома, да. Но, видимо, учителя будут тоже жить в этой школе. Рядом где-то, да, и поэтому школьно-учительский дом получается. Шугархы пазе. Шугархы пазе это верхняя база. Пазе база по-русски. Верхняя. Шугарха верхняя. Алда. В деревне. В деревне верхняя база. Верхняя база. Аскыз аймандағы Аскизского района. Школа турызның пүдірі ұзартылча. Продолжается строительство школьного здания, да, получается, школьного дома. Ол шиттинже үгредік учреждениезе полар. Хайзе үгредік нацпроект хостері пүдірілше. Ол, он, да, это. Шиттинже, вот смотрите, шиттинже числительное. Седьмой. Учреждениезе. Это седьмое учреждение. Үгредік учебное. Это седьмое учебное учреждение. Полар будет. Хайзы, который үгредік нацпроект хостера пүдірілше. Который по нацпроекту үгредік или образование, да. Хостера по проекту хостера по нацпроекту пүдірілше строится. Пүдіріл стройся. Халған жешілерді кішік пазы ырық алырға улуг хайық салылча. Салылча буквально ложится. Сал ложись, ложи, салылча ложится. Что ложится? Хаиг. Хаиг это внимание. То есть смысл внимания обращается, если говорить по-русски, да. Улуг хаиг. Большое внимание обращается. На что обращается? Алларга. Аллар деревни. Алларга деревням. Рх. Рх это далекий. Если помните, Рхалда, такой роман есть у Николая Георгиевича Доможакова. Вот Рха Алларга, далеким деревням, большое внимание обращается. Халганджи Шилларда. Халганджи последний или последние, Шилларда годы. В последние годы Кыщиг. Кыщиг это маленький, Паза Рха и далеким деревням большое внимание обращается. Шон анде шуртирга пазатогнарга саганча. Ну, это довольно простое предложение, мне кажется. Шон саганча. Шон народ, саганча думает. Думает о чем? Тогнарга. Работать думает. И что еще делать? Шуртирга. Жить. Паза и. Да, жить и работать думает. Кто думает? Шон народ. Анде. Где анде? Там. Народ там жить и работать думает. Ну, буквально. Анаңар кішік алларды школалар пазы үгірітші туралары хайдида кирек. Танықтыпша Хакасияның үгіредік пазы наука министрі Лариса Гимазутина. Анаңар поэтому кішік алларды в маленьких деревнях школалар, школы,
Пазы угрече туралары, угрече учительские, туралары дома, хайдида, хоть как кирек нужны. Нужны хоть как. Танхтапща отмечает, танхте отмечает, танхтапща отмечает. Хакас, кто отмечает? Хакасиянам угредык поза наука министры. То есть угредык это образование, наука министры. Министр образования и науки Хакасии Лариса Гимазотина отмечает. Шугархы пазе алды школа педерине федеральной пазе республика бюджеттерінің 30 миллион шарм салковой позадылган. Позадылган переводится было отпущено. Позыт отпускай. Позадылган было отпущено. Что было отпущено? 30,5 миллионов рублей. Салковые это рубли. Откуда было отпущено? Республика бюджеттерінің. Бюджеттер от республиканского бюджета. Тут почему-то во множественном числе. Почему во множественном? Потому что федеральный и республиканских бюджетов. Поэтому во множественном числе. Так, на что было отпущено? Школа педерине. Школа на школьный педерик строительство, педерине строительству. И вот получается, шугархы паза алда. Алда в деревне, верхняя база. На школьное строительство из федерального и республиканского бюджетов 30,5 миллионов рублей было отпущено. Педерик тоғызы шыл тозылғанжа тозыл парырға керек. Вот. Тозыл парырға. Керек должно вот. Тозыл парырға что значит? Тозыл пар буквально закончить. Окончить. Тозыл парырға керек должно быть закончено. Когда должно быть закончено? Шыл тозылғанжа. Шыл это год. Тозылғанжа. Пока не закончится год. Что должно быть закончено? Тоғызы. Тоғыз работа. Педерик строительство. То есть работа строительные работы. Шыл тозылғанжа. Пока год не окончился, должны быть закончены. Ну вот такой перевод у нас получился. Так. Сұрғылар бар ба? Ну, по домашнему заданию, надеюсь, понятно. Еще раз давайте я вернусь. Вот этот аффикс шатханде, щеткенде. Это два аффикса. Вот шатханде в одном случае, да, и щеткенде. Щеткенде по мягкому корню, да, по мягким звукам на кер, айлын по твердым шатханда. Вот кер щеткенде, когда смотрел, ис щеткенде, когда слышал, да, радио ис щеткенде, там что-то еще было, да, происходило. Вот щетыжас ирде радио ис щеткенде, допустим, мин, ну что-то там еще делал или делала. Ну, в общем, подумайте, поконструируйте, и мы опять разберем на следующем уроке. У нас следующий урок будет завтра. Таңды, ирды, сиксутсты. Ну, в принципе, знаете, вот это задание, оно как бы дало толчок к тому, чтобы поговорить уже о сложных предложениях. Ну, теперь вот эту конструкцию надо будет просто запомнить. Че сұрғылар шоқ болса, так, таңдаға шеттірім. Я видео записал, видео выгружу, если там надо будет что-то повторить, ну, надеюсь, посмотрите. Ше таңдаға шеттірім, паза туғасқынжа, видео болар немеде, өмеде, группада. Өме это группа. Да, өмеде. Че аным жоқтыр, паза туғасқынжа.